Сентябрь 2022 года выдался в Хангаласском улусе насыщенным на строительство и открытие новых объектов. Так, ввели в эксплуатацию парки отдыха в селах Булгуняхтах и Титябя в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Продолжается строительство 8-квартирного дома для погорельцев в селе Чапаево. Состоялась закладка первой сваи нового здания детского сада в селе Тюхтюр. В городе Покровске и в селах Качекадзе, Актемцы и Ой возводят многоквартирные дома в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Подробнее о перечисленном расскажем в этом репортаже. Новое общественное пространство презентовали в селе Булгуняхтах. Парк культуры и отдыха расположился в самом центре села на пустовавшей территории возле местных центра культуры и дома Арчи. Взглянуть на новый объект прибыли первый зампред правительства республики Кирилл Бычков и главный архитектор Якутии Ирина Алексеева. Очень хорошо вписано в существующую ситуацию, потому что вот этот дом Арчи, как уже место, постоянное общественное пространство для сельчан, оно как раз очень гармонично дополняет весь этот парк. Очень хорошие у нас взаимоотношения с главой этого маленького поселения, когда, например, по совету наших ребят с центра компетенции, даже видите, вот существующие ограждения, лавочки, они все покрашены в один такой неброский серый цвет, это графитовый цвет, он считается нейтральным, и на нейтральном фоне очень гармонично смотрится именно с природным окружением. То есть зеленая трава, сосны, прекрасный вид на реку, все это как бы является именно акцентом, который не должен перекрываться яркими какими-то цветовыми решениями. Поэтому и цвет подобран, видите, черная газонная трава. Это, кстати, впервые здесь на этой площадке мы применили специально, это не случайно. Потому что искусственный зеленый цвет, он как раз дисгармонично смотрится с естественным озеленением. Да? Летом здесь будет очень красиво. Проект нового парка разрабатывало архитектурное бюро ЭйГе. Его реализация требует не одного года и немалых средств. Нынче, благодаря программе «1000 дворов на Дальнем Востоке», удалось возвести 3 функциональные зоны – воркаут, игровая зона и скейт-площадка. Как тебе новая скейт-площадка? Она очень крутая, тут очень много детей катаются, и мы начали тут тренироваться по скейту. А как часто сюда приходишь? Почти каждый день. Тут всегда много народу. Очень примечательно, очень красивый парк. Мы давно этот парк ждали. У нас в парке детские аттракционы есть, только они совсем маленькие, где-то на краю деревни, где-то находятся. В центральном парке у нас только один вот появился, поэтому мы, жители, очень рады. А что вам больше всего из этих построек понравилось? Из этих построек больше всего, не то что больше всего, это все понравилось, все красиво, все очень удобно. И, конечно, нашим деткам будет отрадно тут гулять, отдыхать. Далее на территории парка должны появиться зона мероприятий, зона теплых павильонов, еще одна детская площадка и парковка. Кроме того, планируют установить арт-объекты, освещение и заменить забор. Для осуществления всех планов местная администрация намерена участвовать в имеющихся программах по благоустройству территории. Еще одно общественное пространство появилось благодаря программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Это мини-парк в заречном селе Титябя. Новый мини-парк разместился в центре села возле местного центра культуры. Он состоит из современной воркаут-зоны, 2 детских площадок, зоны отдыха с качелями, пешеходной и велосипедной дорожки. При наступлении темноты автоматически включаются светодиодные фонари. Дети много стали ходить сюда, там с родителями, много играют там, еще много не совсем сплоченные стали. А лично вам что, вот какая зона здесь нравится? Все. Все нравится? Да, все нравится. То на воркауте занимаетесь? Не. Ну, может быть, беговые, велодорожки? В будущем я, буду заниматься. На строительство мини-парка было затрачено 6,5 миллионов рублей. Строили все лето. Работы завершились 1 сентября. Проектировал архитектурно-планировочная мастерская «Гектар». Строили
местные подрядчики ИП Адамов. Какие материалы здесь использовались? Но в основном металл, бетон, ну и дерево. Помимо этого, для села Титебя был разработан уникальный дизайн-код и логотип, который украшает вход в мини-парк. Если приглядеться, то можно распознать силуэты орла, тотема хангаласов, водопады Кюрюлюр, леса конского первого наслега и одной из местных достопримечательностей – священное дерево, под которым родился легендарный Тыгын-Дархан. Официально мини-парк еще не презентовали, мероприятие планируется в октябре совместно с открытием нового дома Арчи. А в селе Чапаево возводят дом для погорельцев. Напомним, здесь весной 2021 года вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. В результате погибли 4 человека, в том числе 2 детей. Жильцы остались без крыши над головой. В тот же год было принято решение о строительстве дома для пострадавших через общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. Работы начались в сентябре прошлого года и продолжаются сейчас. Дом строят деревянный, двухэтажный, на 8 квартир. На данном этапе сейчас ведется монтаж панелей на уровне 2 этажа. Затем вот с последующим кровли, фасада, окон, дверей там и внутренних этих работ. Дом на сваях. Деревянный? Нет, на винтовых сваях. Но ввод объекта планируется в следующем году, так как у нас ограничения по бюджету. И данный дом строится за счет республиканского бюджета и с финансированием бюджета района и наслега, Актемского наслега. А в селе Техтюр начали строительство нового детского сада на 90 мест. В торжественной церемонии по установке первой сваи принял участие глава Якутии Айсен Николаев. До нынешнего года детство техтюрских дошколят проходило в стенах старого детского сада 1968 года постройки. Здание было типовое, одноэтажное и деревянное, прослужило верой и правдой более 50 лет. И последние годы в детском саду уже было очень холодно, и вот оклад был гнилой, стены тоже были гнилые, и вот уже необходимость. Год назад глава республики Айсен Николаев заезжал в Техтюр, где осмотрел ветхое здание детского сада и пообщался с его работниками. Прошел год, и вот уже Илдархан помогает в закладке первой золотой сваи нового здания. Но это очень волнительно, потому что такое случается, как говорится, один раз на нашем веке. Мы очень благодарны нашему Илдархану, что он услышал наши чаяния. И прямо в течение года вот эти все вопросы у нас решились. Новый детский сад в Техтюре строит компания АЭП «Капитал». Средства выделяются в рамках инвестиционной программы республики. Здание будет двухэтажным, благоустроенным. В нем предусмотрены 6 групп вместимостью по 15 детей в каждой. Общая площадь более 1500 квадратных метров. Отличительной особенностью детсада станет его IT-направленность. При проектировании заложили раздел ТХ, такие вот оборудования, которые будут позволять детям приобщаться к IT уже с малых лет. Все-таки это родина Александра Ильича Борисова и человек, который дал толчок развитию IT. И на его родине хотелось бы, чтобы дети также стремились развивать свою республику по IT-технологиям. Согласно паспорту объекта, ввод в эксплуатацию детсада запланирован в 4 квартале следующего года. Прямо сейчас в Улусе возводят 5 многоквартирных домов в рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. 2 дома строят в райцентре, 3 в сельских населенных пунктах. В конце октября в городе Покровске ведут в эксплуатацию, пожалуй, самый большой дом, построенный в рамках программы переселения. Речь идет о 9-этажном доме по адресу Комсомольская, 12. Он состоит из 108 квартир. 78 квартир предназначены переселенцам, 13 квартир – детям-сиротам. Строительная готовность объекта на текущий момент оценивается в 90%. Помимо этого, в центре Покровска также для переселенцев возводится 5-этажный угловой дом. Строит его компания СТК. С 46 квартирами. Так, однокомнатных квартир будет 13 квартир, двухкомнатных 15 и трехкомнатных 17 квартир и 1 четырехкомнатная.
На данный момент завершены работы цокольного перекрытия, колонн первого этажа, плиты перекрытия первого этажа. И идет работы колонн второго этажа и перекрытия. И начали кладку первого этажа. Еще 3 многоквартирных дома в рамках программы переселения строятся в селах Качекадцы, Ой и Актемцы. В Качекадцах это 3-этажный дом с прилегающей асфальтированной территорией. В селе Ой 4-этажный 17-квартирный каменный дом. В селе Актемцы 4-этажный 27-квартирный дом. В Актемцах генеральным подрядчиком является компания АЭП «Капитал». Здесь строительные работы начались в мае и должны завершиться в октябре 2023 года. На сегодняшний день возведен каркас, ведутся работы по благоустройству и инженерной коммуникации подводятся. Ну, основная фишка, наверное, этого дома, он будет с индивидуальным газовым отоплением, собственной насосной подстанцией по подаче холодной воды. Подогрев горячей воды будет производиться поквартирно через газовые котлы. Уже сейчас известно, что АЭП «Капитал» будет строить 2-й дом по переселению в Актемцах. Он будет располагаться рядом с первым. Да, также здесь по плану земельного участка запланировано строительство 2-го дома. Это 19-квартирный 4-этажный дом. Но по характеристикам также аналогично этому дому, только 3-комнатных квартир здесь больше будет. Сваи планируется забить где-то в начале ноября.